Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев. Здравствуйте. В преддверии Дня работника сельского хозяйства мы по традиции подводим итоги самой ответственной поры для аграриев Якутии, кормозаготовительной и уборочной компаний. Именно от них зависит благополучие животноводства и продовольственная безопасность нашей республики в предстоящем году. Наша гостья в студии сегодня Сахаяна Павлова, заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики республики. Саха, Якутия. Сахаяна Афанасьевна, добрый день. Давайте для начала вот о чем. В первую очередь хочу подвести итоги сразу двух больших компаний, кормозаготовительная и уборочная. Готовы ли аграрии наши к долгой затяжной зимовке? Здравствуйте. На сегодняшний день по республике Саха-Якутия по итогам кормозаготовительной кампании заготовлено 411 тысяч тонн сена из 374 тысяч гектаров сенокосных угодий. Кроме этого, у нас в этом году очень хорошие показатели. Валовый сбор заготовили силосной массы на сегодняшний день более 28 тысяч тонн. Но на сегодняшний день уборочная кампания, несколько хозяйств еще продолжаются. Снег же выпал. Да, продолжаются на сегодняшний день. Кроме этого, у нас в этом году заготовлено более 14 тысяч тонн сена. По силосу, если в процентном соотношении посмотреть, от плановой заготовки объема на сегодняшний день план перевыполнен на 119%, а по сенажу на сегодняшний день перевыполнение плана на 106% на сегодняшний день. То есть сегодня в октябре можно сказать, что в принципе прокормим всех? В принципе, да. И по силосу, и по сенажу? В принципе, точностью можем уверенностью сказать, что мы в этом году на 97%, плюс у нас остатки прошлогоднего сена на 15 тысяч тонн, мы полностью обеспечены кормами, сочными и грубыми кормами на сегодняшний день. Это не может не радовать. Давайте поговорим о тех проблемах, которые были в течение летнего сенозаготовительного периода. Лето было у нас, как всегда, холодным, коротким, с дождями. Как это сыграло на травостой? Были ли какие-то осложнения? Отдельно предлагаю затронуть те районы, которые пострадали от паводка. Вот, в общем, все вкупе, в комплексе. Давайте обсудим. Вегетационный период в 2025 году, как никогда, вот этот период у нас начался с 3 мая. Мы закрытие влаги в нескольких центральных районах начали преждевременно, потому что физическая спелость почвы у нас наступила 3 мая. После этого у нас недостаток тепла было в июне месяце, но июль месяц, август месяц, даже сентябрь, можно сказать, что были очень благоприятными для роста и развития не только у нас кормовых культур и многолетних трав, но в частности картофеля, зерна и овощей в этом году. Поэтому на текущий момент именно по кормозаготовке у нас все объемы выполнены. Кроме этого, у нас в этом году рекордные показатели по зерну. Это у нас от плановой заготовки зерна на сегодняшний момент в процентном соотношении 117% мы выполнили на сегодняшний день по зерну. По картофелю у нас на сегодняшний день уборочная кампания продолжается. Выполняем планы на 95%. Это более 71 тысяч тонн картофеля. И по овощам у нас тоже на сегодняшний день 98%, но уборочная работа по овощам тоже в открытом грунте продолжается. Ну вот, я так понимаю, что аграрии центральных, западных, заречных районов, они, в принципе, с особыми климатическими проблемами не сталкивались. Но, возвращаясь к вопросу, Абыйский, Аймяконский район, пострадавший от паводка. Как сейчас ситуация там? Я, насколько понимаю, завозили в течение 3 месяцев туда сено. Конечно, этот год именно для северных районов был сложный, потому что наводнению, паводкам подверглись именно Аймяконский район 2 раза. Съездили мы, посмотрели по нашей части, по Министерству сельского хозяйства и продовольственной безопасности. У нас заактировали, специально ездила комиссия
в составе нескольких человек. Потом у нас было несколько подведомственные предприятия и наши работники министерства, специалисты сельского хозяйства тоже ездили, помогали. На сегодняшний день именно по Имяканскому району нехватка сена составила в объеме 1200 тонн сена на сегодняшний день. Но на сегодняшний день перевозка сена в объеме 90% уже до Имяканского улуса доставлена. Именно по Момскому району в конце сентября месяца, начале октября месяца съездила именно Момский район, посмотрела, ознакомилась с всей ситуацией. Принимал участие лично глава района, управление сельского хозяйства. Мы все проблемные вопросы посмотрели, и перевозка сена будет с Абыйского района на сегодняшний день предварительный договор на 58 тонн. Почему так акцентирую внимание? Я сам лично был в Имяконском районе, вот буквально в дни паводка. Я видел, с какими последствиями сталкивались аграрии. И, я так понимаю, основное требование их было, просьба даже к курирующему министерству, это восполнить запас кормов. Не может не радовать, что все-таки чаяния народа были услышаны. Сахаяна Афанасьевна, еще один важный для нашего, что немаловажно, аграрного региона, это сохранение популяции, в данном случае поголовья крупного рогатого скота. Активно принимаются меры по недопущению снижения числа. Вот как обстоят сегодня дела, какие меры принимаются? На сегодняшний день численность поголовья скота по оперативным данным от 2 октября 2025 года численность крупного рогатого скота составила 202 тысяч голов на сегодняшний день. Из них именно коров более 69 тысяч голов на сегодняшний день. Лошадей у нас насчитывается 241 тысяча голов. Кроме этого, в том числе кобылы 116 тысяч голов. Отелились коровы в этом году 76% по оперативным данным. По кобыл, деловой выход кобыл на сегодняшний день составила 59,7% на сегодняшний день. 241 тысяча голов лошадей. Да, да. То есть мы сохраняем за собой звание самой лошадиной республики. Да, да. Это не может тоже не радовать. Давайте про культуру еще немного поговорим. Знаю, в этом году активно внедрялись различные решения научно-исследовательских институтов. В частности, в Хангаласском районе выращивали, если не ошибаюсь, пшено или рожь. В общем, культуру возделывали злаковые. Вот какие культуры в этом году показали наибольшую урожайность? Можно ли говорить о рекордах? В этом году, конечно, мы аналитические данные, мониторинг все равно изучаем. Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики на сегодняшний день. По всей республике план именно по зерну на сегодняшний день было 11 тысяч тонн. На сегодняшний день у нас валовый сбор зерна на сегодняшний день составил более 14 тысяч тонн. Если рассказать о рекордных показателях, специально мы с департаментом растениеводства, отраслей земледелия и минерации, специалистами ездили в районы, осматривали участки, где есть сорные растения, где нет сорных растений, в каком состоянии зерно. Именно с агрономом службы земледелия провели обследование. На сегодняшний день у нас рекордные урожаи. Начнем с Чоропчинского улуса. Чоропчинский улус Павлов Данил Данилович собрал с 1 гектара 30 центнеров с гектара. По Амге на некоторых участках тоже урожайность доходила до 34 до 35 центнеров с гектара. Это в целом Абага, овощей, да? Это по зерну. По зерну? Да, это по зерну, это Абага, это Покровка, Самарсун и ряд хозяйств Амгинского района. Кроме этого, в Мегино-Кангаласском улусе мы посетили 3 зерноводческих хозяйства. Это Попов Аркадий Николаевич, Борисов Афанасий Афанасьевич и наше хозяйство Десяткина Таисия Васильевна тоже получили рекордные урожаи. Есть отдельные участки, где урожайность получена от 30 до
35 центнеров с гектара. В Хангаласском улусе хорошую урожайность, высокую урожайность по ячменю получила Денисова Евдокия Семеновна. Вот, там, Да. я, насколько понимаю, и практиковалась, да, вот какой-то новый сорт. Да, именно по Хангаласскому улусу. И вот на опытных участках Якутского научно-исследовательского института, это единственный институт, который на сегодняшний день действует по всей республике Саха-Якутия, они вот именно от сорта Буян получили 70 центнеров с гектара. Это, мы считаем, рекордные показатели. И за последние года, если по аналитике посмотреть, мы в этом году даже мы уборочную кампанию по зерну еще не завершили на сегодняшний день. Уже у нас валовый сбор на сегодня составляет более 14 тысяч тонн зерна на сегодняшний день при плановой урожайности 11 тысяч тонн. Поэтому в этом году тенденция очень хорошая. У хозяйственников очень хорошее настроение. Благодарим мы тружеников села, муниципальное образование, глав районов, наслегов, управления сельского хозяйства. Безусловно, 14 тысяч тонн. Как тут не будет хорошее настроение? В заключение вот спрошу. Вот мы собрали 14 тысяч тонн зерна. Это все на экспорт или что-то останется у нас в республике для местных производителей? У нас на посевную кампанию, на посевные площади, которые на сегодня мы имеем. У нас посевная площадь в этом году составляет 51 тысяча гектаров. Кроме этого у нас имеются паровые земли. Это общей сложностью у нас 58 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом мы увеличили на 4 тысячи гектаров в этом году. Это очень хорошая тенденция тоже. Именно по семеноводству, если остановиться, со следующего года мы упор сделаем на местные семена. Например, до этого мы завозили практически больше половины семян завозные. На сегодняшний день у нас, начиная от 2026 года, мы начнем поддерживать местное производство. Ну, собственно, и зимой будем есть свое родное, выращенное здесь, на якутской земле. Сахарина Афанасьевна, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.